всегда хочется туда вернуться, быть там. Я родился в селении Гемитюбе, Бобруйского района, Республика Дагестан. 6 лет переехал в Нижневартовск. Как бы стабильно каждое лето я проводил, хоть и рос в Нижневартовске, но все лето проводил в Дагестане. Там было хорошо. Отец всегда говорил, что мы принадлежим к народу нагайцев. Как бы старался не забывать, из какого народа я принадлежу. Всегда говорил. Ну и я сам интересовался историей. Не так силен, но стараюсь как-то что-то узнавать. Ну, это то, что наш народ был воинственный, конечно, это дает некие энергию, сил, чтобы стараться как-то соответствовать былому величию. Еще хотел коснуться твоей национальности, нагаец, вот, ну, редко встретишь. Я знаю одного парня, ты его тоже знаешь, это Арслан Елыев, вот, твой тоже соотечественник, он тоже нагаец, вот, и ты тоже. У вас есть какая-то такая вот, ну, общение, да, вот, среди вот вашего, как бы, народа, так сказать, да? Конечно, есть, да, Арслан тоже с Бобруйского района, мы с ним с одного района, получается. Я с селения Гемитюбе, он с Тамазатюбе, если не ошибаюсь. У нашего народа очень большая история, и мы не хотим этого забывать, поэтому мы собираемся, общаемся, вспоминаем все как было величие, стараемся не забывать. Да, очень у нас хорошая история. У вас предки там откуда-то чуть ли не там с Золотой Орды идут. Да, да, из 13-12 веков. После распада Золотой Орды сформировалась Ногайская Орда. Это одна из самых больших государств после распада Золотой Орды, которая сохранилась. Да, по численности. Да, после Золотой Орды стало несколько государств, но Ногайская Орда была одной из больших. Есть две версии. О нашем народе, откуда мы произошли, был такой военачальник, был правителем Золотой Орды последние 12 лет, больше 12 лет. После его смерти, через 200 лет, появились нагайцы. Получается, вот одна из версий, которая... Я просто хочу заметить, что ты, в общем-то, потомок тех больших традиций своего народа. Вот это в тебе есть, это чувствуешь, эту силу. И вот ваш народ, там, с кем ты общаешься, нагайцы, они все следят за тобой. Вот, они все гордятся, да, тобой. Знаю. Еще хочу отметить один момент. Ну, Золотая Орда, мы все знаем, что это Чингисхан, выходец из монголоязычного. 80% Золотой Орды состоял из тюркоязычного народа. Поэтому мы к монголам никакого отношения не имеем. Нагайцы — это тюркоязычный народ. И 80% Золотой Орды состоял из тюркоязычных народов. Ну, один из этих народов — это нагайцы. Ты на своем вот историческом родном языке умеешь говорить? Конечно, умею. Конечно, разговариваю, умею. Но здесь диалекты. У нас нагайцы живут в 5-6 субъектах Российской Федерации. В 2 субъектах есть Ногайский район, это Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская республика. Ногайские села есть в Ставропольском крае, в Астрахани и в Крыму. По численности нас чуть больше 100 тысяч, а мало, потому что было переселение, многие нагайцы переселились в Турцию, а в Турции около 5 миллионов нагайцев. Но они по переписи все туркиши. Ну и, наверное, там, может быть, как-то уже помешались, да, уже в браке? 2 миллиона ассимилировались, да, а 3 миллиона осознанно знают, что они нагайцы, как бы, и у нас есть такой связующий мост, как бы мы ездим в гости, они ездят к нам в гости. Такой Классно, момент, да. Классно. В общем, когда сейчас боксируешь, когда ты был на Олимпиаде, в общем-то, весь народ, он за тобой следил, да, как бы все нагайцы. Да. Когда прилетел я в Махачкалу, нагайцы собрались вот из всех этих 6 субъектов. Было очень приятно. В аэропорту в Махачкале было очень много людей, очень было много машин. Приехали издалека, это было очень приятно. И они все меня сопровождали в родительский мой дом, который находится в селении Гемитюбе. Федеральная трасса вся была забитая машинами. Это было приятно, да. И, ну, как бы в аэропорту я не успел со всеми
увидеться, поздороваться хотя бы. Все они сопроводили меня домой, а дома я уже встретил всех. То есть у вас какой-то был По возможности. вечер, да, там, ну, Да, ты, я сколько уже- возможность, время было, ты с кем-то смог, да? Расскажу такой момент один. Отец приехал, хотел зайти домой. Ну, ворота были открыты, было очень много людей, и все ломились домой. Поздороваться со мной, увидеться, сфотографироваться. А я всех как бы ждал, всех встречал. Ну, было очень много людей, поэтому... Много как это бы сколько? Ну, хоть примерно, ну, сколько много людей, вот, ты видишь? Больше 2000, наверное. Больше 2000 было? Да. А сколько населения твоего села, где ты родился? Население, наверное, Ну, да. 2-3 тысячи. Ну вот, по сути, как бы плюс еще. В общем, очень много. Очень много. А я же приехало. говорю, вот приехали из 6 субъектов, из Карачаева-Черкесии, там кортеж машин со Ставрополя, с Астрахани, да, и отец хотел зайти, заходит, и его не, ну, как бы его, говорит, подождите, говорит, Агай, говорит, ну, это к нам, к старшим так обращается, подождите, говорит, тут очередь, говорит, по очереди, говорит, заходим, говорит, с Альбертом, говорит, фотографируемся. Был такой момент, отец не мог к себе домой попасть. Это, видишь, это же любовь, это как бы признание, это... вот в этом сила, Когда ты понимаешь, что такое количество людей там тебя поддерживает, это придает огромную Это очень силу. приятно, да, я как бы почти во всех субъектах был, приглашали в гости, чествовали они меня. Сейчас пообещал после своего крайнего поединка, что съезжу в Чеченскую Республику, там тоже у нас есть ногайское село, поэтому будете, если увидите этот выпуск, ждите меня в гости. Да. Халқыма Мухминат Ативалиева. Ноғай халқым, жүрегімде яшайсың, қайырде де сен тұрасың қанымда. Сен жоқ болсаң, мен сол сәт өлермен, сен үрленсең, қуанар маңдайымда. Ятлау яссам, сен ятлаудың тынысы, йырласам, соға да аң қосасың. Тарланғанда көш бересің тамырдан, йығылғанда тіреу маға боласың. Шет еллерге алғасап мен ымтылсам, таңларыңман мені үйге тартасың. Бұйратлардың бауырында құшақлап, шешекейлер шашларыма саласың. Ноғай халқым, өктем халқым, сен яша, әр язлықта бір көзлер яйрасын. Юфсан исін, қоқып шөлді көгертіп, биік аспан сені үшін ашылсын. Көк бөрілер дайым сенің қасыңда, өмірлерге қараушылар болсыңлар. Яйна халқым, қовна халқым, тіл бірлік, болсын bizim арамызда көп йыллар. Басқа миллет білемен көп екенін, тек солардың ең басында сен, ноғай. Күн туарда күн туады сен үшін, күн батарда батпас енді ол түшін. О мой родной, несломленный народ, ты будоражишь кровь степных нагайцев. Исчезнешь ты, сорвется небосвод души моей в колодец тюркских наций. Моих стихов дыхание ты и пыл, мелодия и дух старинных песен. Ты власть и мощь моих уставших крыл, спокойствие, опора, равновесие. И как бы не любила я, порой меня тропа вела в чужие дали. Но знай, нигде, как ты, не обнимали меня теплом, цветами и зарей. О мой народ, живи и гордо властвуй над степью всей в тисках песчаных волн. Цвети, полынь, дыши, народ, и здравствуй, пока не зазвучал небесный горн. Крылатый волк, мифическая стража, земли нагайской охраняет лик. И кто теперь осмелится и скажет, что мой народ делами невелик?
Во всем разнообразии стран и наций всего один был корнем всех корней. И это был наш этнос, наш нагайцы, остывший свет средь тысячи огней.